Так, Адам, я хочу рассказать тебе вот про аул Гуниб и последнее сражение Шамиля. Значит, с Шамилем воевал тут против царских войск Байсунгур Биноевский. Он был без одной руки, без одной ноги и ослепший на один глаз. Да, ты вроде бы говорил, когда мы сюда ехали, что одна из жен Байсунгура... Да, одна из жен Байсунгура была вот сзади Гуниба, на склоне, на северном склоне Гуниба, есть село Хоточ. Оттуда была у нее жена, она со своими сестрами раненого Байсунгура вынесла Хоточ и выходила его. Еще война была не закончена. Очень раненый без Байсунгур. И еще один наиб Шамиля, я сейчас его имя не помню, с большим семейством. Шамиль его вернул тоже в Чечню, сказал со своими детьми, со своим семейством. Он был отец многодетной семьи. Да. Возвращайся, все, не надо там детьми рисковать и так далее. И вот с этим семьей и раненым Байсунгура тоже вернули в Чечню. У нас тут в Хоточе есть семья Байсунгуровой, фамилия. Да. От этой ветви его тут есть селение Хоточ, Байсунгуров фамилия. А почему никто о них не пишет, что есть? Ну, официальные историки эту тему вообще не развивают. Так, там битва на Гунибе и так далее, что тут происходило. Кто-то говорит, это пленение, кто-то говорит, это перемирие, кто-то говорит, что это обманом было. Ну, видать, будут еще какие-то люди, которые будут... Откуда появилась фамилия Байсунгур? Фамилия Байсунгурова, вот есть Хоточ, селение Байсунгуровой фамилия. Это вот. то, что вот она, вот эта женщина, воспитала детей. Да, воспитала детей и пошла фамилия Байсунгурова. Был такой Идрис Байсунгуров, тоже вот Идрис, это был наиб Шамиля, Да. Хиндаласский. Вот. В честь него Байсунгур назвал своего сына Идриса и так далее, и так далее. Пошло это. И его сын здесь остался, и его фамилия здесь осталась по мужской линии. Вот, видишь? Это вот в народном поверье утвердительно это об этом говорят. Вот. Сами гунибцы об этом говорят. Знают, да, Гунибский район это об этом знает. Так что Чечня и Дагестан, Гуниб, в частности, очень сильно были связаны между собой родственными узами и так далее.